Зрителей ждет синтез традиционных песен, импровизаций таюк, музыки и пластики с современными визуальными решениями. Вместо привычных декораций студенты решились на эксперимент и создали футажи. Так картины на экране превращают сцену в живой мир Аланхо, создавая эффект полного погружения. История разворачивается динамично, с юмором, яркими образами и неожиданными сюжетными поворотами. Спектакль у нас поставлен по мотивам эпоса, и это своеобразная, так скажем, лаборатория для театра Аланхо. Мы здесь проверяем какие-то моменты, потому что я сама являюсь еще режиссером театра Аланхо, и понимая, что нам необходимо для нашего спектакля, для нашего развития и поиска каких-то режиссерских приемов, может, педагогических приемов, мы обязательно ставим спектакль по Аланхо. На сцене студенты театрального направления. Несмотря на молодой состав, постановка уже успела выйти за пределы страны и была показана зарубежному зрителю. Так, с этой же постановкой артисты успели выступить на разных фестивалях, например, в Индии. Для многих из студентов игра в подобном спектакле является новшеством. Галина Кардашевская, студентка 4-го курса, исполнила одну из главных ролей. Она отмечает силу и стойкость своего персонажа. Это моя первая такая главная роль в студенческом спектакле. И такая немножко сложная, но в то же время очень интересная. И я очень рада, что получила эту роль. Она такая очень сильная, с внутренним стержнем. Создание спектакля – это всегда трудоемкий и длительный процесс. Все, что зритель увидит на сцене, создано самими студентами под руководством наставников. А костюмы разработаны с учетом культурного кода эпоса Аланхо. Премьера спектакля состоится 9 и 17 апреля на сцене Дома культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Зрителей ждет яркое погружение в мир эпоса, где древние легенды оживают языком современного театра. Лилия Бурцева, Артур Наговицын, Якутск.